Здравствуйте, я Зульфия Гайсина, правозащитник и депутат. И вы смотрите телепроект «Советник» о гражданском обществе России и Башкортостана. 2026 год для нашей страны – год выборов. Мы избираем депутатов Государственной Думы, а также формируем состав Совета городского округа город Уфа. Поэтому наш сегодняшний выпуск посвящен теме выборов. Выборная история России достаточно молодая, если сравнивать ее, например, с некоторыми европейскими государствами. Настоящие выборы в нашей стране начались в 20 веке с выборов в Государственную Думу еще в царские времена. Это были 4 созыва Государственной Думы. Партийную борьбу тех времен нам тяжело понять, поскольку она была связана с сословным устройством общества. Выборы 1917 года ассоциируются с демонстрациями, митингами, манифестациями. Выборы в учредительное собрание предшествовали революции. А в годы гражданской войны, как вы сами понимаете, о выборах не было речи и в помине. Советский Союз не знал многопартийной системы, а выборы, коротко говоря, проводились для того, чтобы существовавшая партия продолжала управлять страной. В период перестройки наша страна вновь вернулась к многопартийной системе. Однако сами выборы характеризовались крайне негативно. Грязные игры, войны компроматов, криминал. В общем, ничего хорошего. Вот сейчас мы наконец успокоились. То есть нужен был временной лаг, он нам был дан в 2000-е годы, когда мы успокоились, когда мы поняли, что существует у нас уже партийная система. Да, эти партии есть, желающие, пожалуйста, вступайте, никто никому не запрещает. Существуют люди, которые поддерживают эти взгляды или не поддерживают, неважно. Существуют граждане просто беспартийные, я, например, беспартийный. И, это нормально. И люди голосуют за тех депутатов, кого они хотят избрать в Госдуму, либо голосуют в муниципальных выборах, либо голосуют на выборах президента. И здесь ситуация не стала такой удручающей, как в 90-е годы, когда тут война компроматов и не знаю, что было. То есть мы понимаем, что есть уже устойчивая линия власти, которая все равно будет власть. Теперь уже даже не столь важно, кто будет, главное, как это будет. То есть основное направление вектора есть. Детали, это уже другие дела, это партии решают. Действительно, все депутаты Государственной Думы работают на благо России. Разница лишь в том, какие законы они создают и продвигают. И это зависит от их партийной принадлежности. То есть каждая партия борется за то будущее, которое, как им кажется, будет лучшим для их избирателей. Звучит достаточно сложно, однако есть один нюанс, который должен понимать каждый. Да, действительно, это 450 помощников, которые помогают нашему сейчас президенту в это сложное время. Но не забывайте другое. Изначально парламентаризм зарождался не только где говорят, но и где формируется бюджет. Поэтому я всегда говорю, друзья мои, обязательно нужно сходить проголосовать. Потому что чем больше представителей от Башкортостана получат депутатских мест, распределятся, комитеты, тем больше, в том числе и бюджетных средств, поступит в нашу республику. Новые школы, новые, поликлиники, новые театры, новые дома культуры. И нельзя к этому относиться, это же просто выборы в парламент. Нет, это очень важные выборы. Однако некоторые политологи убеждены, что выборы и сами по себе, как общественно-политический процесс, объединяют людей. На самом деле, если мы покопаемся, то мы все очень-очень разные. У нас у каждого свой бэкграунд, воспитание, образование, родители, предпочтения в музыке, в людях, в искусстве и так далее. Тоже, если так посмотреть, что нас, собственно, объединяет всех? Новый год, пожалуй, да, но это в первую очередь семейный праздник. Как я люблю шутить, 8 марта половина россиян ненавидит, может быть и 23 февраля. День народного единства, он не стал таким глобально объединяющим. А выборы, они действительно нам дают возможность почувствовать себя одной общностью хотя бы на протяжении 1 или 3 дней, когда вся страна живет одним событием. И это тоже психологически нам очень важно, потому что
мы люди социальные все-таки, да, и мы стараемся чувствовать себя, свою принадлежность к чему-то, к семье, к профессиональному сообществу. Или мы идентифицируем себя как жители этого города, этого региона, этой республики, этой страны. Да? И вот эта вот потребность нам быть частью чего-то, быть частью социума или быть частью одной страны объединения, это действительно очень важная наша потребность. Одно из популярных мнений среди скептиков звучит примерно так. На выборы ходить бесполезно, все уже решено, и на результаты повлиять невозможно. Гость одного из наших подкастов, не принадлежащий ни к одной партии, дважды избирался депутатом в Башкортостане. Я сам дважды был избран депутатом именно потому, что за меня пришли голосовать люди. Против меня было серьезное противостояние организовано. Несмотря на то, что против меня было наголосовано много голосов, мои избиратели переголосовали те голоса. Именно поэтому я становился депутатом. И сегодня все остается так же. Вы тоже проходили выборы в Госсобрание. Вы помните, как мы нервничали, когда получали благовещенские показатели. И видно было, что Благовещенск очень хорошо голосует за вас. И мы в Благовещенске победили с большим трудом, но победу в Благовещенске забрали. А все почему? Потому что люди голосовали. То есть это все яркие примеры того, что выборы и граждане своим голосом все-таки что-то решают. И на то есть причины. Общественные организации в России уделяют колоссальное внимание тому, чтобы выборы были максимально прозрачными и понятными. Уже не один год Общественная палата Республики Башкортостан готовит общественных наблюдателей на избирательных участках, чтобы они были представлены, и не только общественных наблюдателей, но и в том числе общественных наблюдателей-блогеров, которые, в принципе, в прямом эфире, в режиме реального времени передают информацию с участков. И в этом году мы готовим 13 тысяч общественных наблюдателей. Это очень большой пул, да, общественных наблюдателей. И прежде чем общественных наблюдателей обучать, Ассоциация независимого общественного мониторинга приехали к нам в республику и обучили наших преподавателей, да, чтобы правильная информация доходила до каждого наблюдателя. Соответственно, уже далее наши преподаватели уже проводят обучение в каждом муниципальном образовании. Эта работа ведется, и это тоже очень масштабная и системная работа. И, с другой стороны, есть еще международные наблюдатели. Международное наблюдение тоже сопровождает все наши выборы, которые были. В разные времена наблюдали тоже представители разных стран, и от Совета Европы тоже направлялись наблюдатели. Сейчас с Советом Европы сложные отношения. Но, тем не менее, от ряда европейских стран наблюдатели в России будут работать, от Казахстана, Белоруссии, от азиатских стран и так далее. То есть международные наблюдатели, они тоже будут. Не сказать, что они будут на всех участках, но в любой момент они могут оказаться на них. Да, и мы наблюдатели тоже готовим к тому, что если будут люди на избирательном участке, наблюдатели, которые не разговаривают на русском языке, да, с которыми может быть проблема с коммуникацией, это тоже не значит, что их автоматически надо пугаться и воспринимать как шпионов. Нет, это тоже такая же нормальная процедура наблюдения. Если у них есть аккредитация, они могут это делать вполне себе. Лично мне, как депутату Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, кажется, что выбирать своего депутата необходимо хотя бы потому, что к нему можно и нужно обращаться за помощью в решении жизненных проблем. Я, как и мои коллеги-депутаты, провожу приемы граждан, на каждый из которых приходят десятки жителей нашего региона с совершенно разными вопросами. Я была в Совете ветеранов, они молодцы, заместитель меня спросил, памятник отцу поставили? Я говорю, нет. И он быстро всем зазвонил. Поставили, а сейчас в чем проблема? Проблема, там склон
Сейчас не то, что памятник, уже земля свалилась. Памятник это самый свалился, было. В 2016 году в районе лыжной базы несколько улиц затопило. В 2018 году до Щербакова дошло. Карманово, Щербакова, Север, это 1,5 километра от лыжной базы. 2-3 года назад Тукаева. Нет дорожного покрытия в деревне Козылбуляк, нет водоснабжения, нет интернета, хотя во всех других деревнях, которые окружают нашу деревню, интернет есть. То есть возможность провести интернет к нам присутствует. Но почему-то интернета нет. В Туймазах хочу открыть центр реабилитации для детей-инвалидов. Не только в Туймазах, и в других городах республики. У депутата есть особые полномочия и опыт, которые позволяют ему оперативно и качественно решать проблемы жителей региона. Задача же граждан – использовать этот ресурс, обращаться к своему депутату и взаимодействовать с ним. А чтобы это взаимодействие было эффективнее, нужно участвовать в выборах и наделить полномочиями своего правильного человека. Понятно, что могут быть разные люди. И кто-то идет на выборы, чтобы помочь людям, кто-то хочет какие-то, может, свои карьерные дела. Люди разные, я тут ничего не говорю. Но и они потом проявятся. Это же как лакмусовая бумажка, эта работа. Кто-то работает, ездит, выступает, встречается, решает вопросы. Кто-то ничего не делает. Ну, понятно, что и такое бывает. Но эти вещи надо тогда и говорить. Ну, тогда и активно и говорить руководству тех партий, которые предлагали, что, извините, ваш кандидат, который стал депутатом, лодырь, да? Вот. Это все надо делать, если вы хотите жить политической жизнью. И в целом, если вам это все равно, ну, значит, вам все равно. Поэтому не жалуйтесь. Если вам не все равно, ну, тогда решайте проблемы вот как-то активнее. Я вспоминаю опять-таки 90-е годы, когда 2000-й пришел, и Владимир Владимирович пришел. У меня в 2000 году, я была в 4 классе, первый раз появилось свое платье на новогодний утренник. У меня было такое сложное, трудное детство. У меня появилось свое первое розовое платье, потому что маме начали выплачивать зарплату. Нам начали выплачивать пенсию по потере кормильца. Девочка, маленькая девочка без папы, у которой появилось платье в 4 классе, но для меня это вот врезалось до сих пор в память. Благодаря нашей власти я получила хорошее образование. Благодаря нашей власти я имею работу. Если мы когда-то доверились и выбрали главнокомандующего, мы доверились и выбрали главу региона. Мы доверились и выбрали депутатов. Это же мы доверяем. Мы имеем право выбрать. У нас есть право. Так почему не ходить тогда на выборы? Возможность выбирать свою власть – это право, которого без преувеличения нет у миллиардов жителей Земли. Нам повезло, мы живем в России, и у нас такое право есть. Я это понимаю, и поэтому в сентябре обязательно пойду на выборы и проголосую за своего кандидата. Поскольку будущее нашей страны в том числе зависит от меня и от моего выбора. Вы смотрели телепроект «Советник», и с вами была Зульфия Гайсина. Увидимся в следующей серии.